Анастасия Галимова, психолог команды Новосибирска, расскажет, как две программы фонда «Трамплин» и «Плюс психолог» работают не параллельно, а вместе, вокруг одного подопечного. Слово Анастасии Галимовой. Всем здравствуйте. Я буду рассказывать о том, как у нас в Новосибирске работают программы «Трамплин» и «Плюс психолог». Программой «Плюс психолог» я занимаюсь уже 1,5 года. Что касается «Трамплина», то программа «Трамплин» передана была мне совсем недавно, вот последние полгода я работаю над наставничеством, наставниками и подростками. Подбираю наставников, обучаю их, подбираю для наставников подростков или наоборот, не знаю как. Что дает взаимодействие двух проектов? Ну, во-первых, у нас «Плюс психолог» достаточно большое количество семей. Давно мы уже с ними работаем. Понятно, что много семей мы знаем их проблемы, знаем проблемы детей в этих семьях. Но основная проблема, ну, по крайней мере, коснулась, которая нас, получается, что как только мы раскрываем диагноз, у нас есть программа подготовки, и как только мы раскрываем диагноз, получается так, что как будто бы семья на этом завершает сотрудничество с нашим проектом и уходит в свободное плавание. Понятно, что есть какие-то консультации, понятно, что мы можем как-то приглашать на разные мероприятия фонда семью, но, как правило, вот последние полгода так вышло, что вот после раскрытия диагноза семьи как-то так подрастерялись. И нами было принято решение, что вот все дети, которые мы раскрыли диагноз, у нас их было порядка 7 семей, 7 детей в прошлом году, мы им подберем наставников, как раз-таки, которых мы обучили, новеньких. Что дает взаимодействие двух проектов? Ну, во-первых, я вижу и обучаю наставника, и понятное дело, что я могу точнее подобрать ему ребенка. Что касается семьи, то я могу отслеживать через наставника, как там дела в семье. Собственно, она не теряется тогда. Идем дальше. Кстати, вот пока я была здесь, я поняла, что здесь не полная картинка на самом деле. Здесь вообще-то должен быть еще спеццентр, наш любимый врач спеццентра, вообще-то тут тоже у нас есть. Плюс у нас есть клинический психолог в спеццентре, который тоже с нами работает и сотрудничает. Плюс у нас есть равные консультанты, которые тоже с нами сотрудничают и которые тоже приходят на помощь, помогают нам. Так, едем дальше. Ну, не буду останавливаться, здесь времени у нас немного. Получается, что когда у нас есть две программы, и они идут параллельно, мы можем одну и ту же семью смотреть с двух сторон. С одной стороны, психолог видит, как взаимодействие происходит в семье и что происходит в семейной системе. С другой стороны, есть наставник, который тоже может давать обратную связь. Плюс выяснилось, что еще параллельно я могу и через родителя смотреть, а как там происходят отношения в паре, наставник и подросток. Как там у них связь идет, как они общаются, не общаются, подходят они друг к другу, не подходят. Мы можем с родителем и наставником параллельно составлять план работы, потому что все подростки разные, все семьи разные, у всех разные проблемы. И легче, когда взаимодействие происходит такое, слово межведомственное 100 раз уже сегодня прозвучало, но все-таки снова повторюсь, да, оно все-таки существует. Что касается наших подростков, ну из последних, вот последние 3 семьи, последние такие случаи, которые, ну такие наиболее яркие, была, наверное, последних 3, да, расскажу. Время же есть? Да. Что касается семьи. У нас есть семья, достаточно многодетная. У нас вообще так сложилось исторически в Новосибирске, что большая часть семей, они многодетные, половина примерно приемные и многодетные. У всех по 3, по 4, по 5, по 6 детей. И последние из вот пар наставнических, которые мы соединили, там
наверное, знаете, больше мама горела за то, чтобы девочка пошла в наставничество, чтобы у нее был наставник. И она очень сильно поддерживала. Она сама приходила на наши мероприятия, она сама участвовала, ну, там, в выборе, как-то спрашивала у меня, а какой будет наставник у моей дочки, а как мы будем знакомиться? А вот там мы придем, я тоже буду смотреть, как они там вместе взаимодействуют друг с другом и как они общаются. В общем, это такой интересный опыт был. И из последнего, что мы придумали с моей Катей, Катя — это куратор проекта у нас в Новосибирске, мы придумали смотрины. Но мы не придумали их, мы слышали уже про то, что они где-то есть. Я помню, что, по-моему, в прошлом году на форуме кто-то про это рассказывал, что такое существует в Москве, то ли книжный клуб, то ли какой. Ну, в общем, что-то такое уже есть. В общем, мы решили повзаимствовать и использовать у себя. В этот раз, когда мы пришли в Галилео, мы собрали всех наставников, которые у нас уже обучены, которые такие достаточно активные, которые ждут ребенка уже давно, и собрали всех детей, которые готовы сотрудничать с наставниками. Понятное дело, что плюс-минус мы предполагали, кто с кем будет. Главное было качественно продать наставников детям, а детей качественно продать, в общем, наставникам. Так что в итоге, конечно же, случилось это. Мы смеемся с Катей последний месяц. Они встретились взглядами и, ну, конечно же, понравились друг другу. И совершенно случайно это произошло. Конечно, никто этого не ожидал. В общем, как мы делаем это на практике, как мы взаимодействуем? Два проекта, один с другим. У нас в трамплине получилось так, что большинство парочек, они такие уже достаточно долго вместе, там есть пары, которые много лет, уже там дети выросли практически, там наставники уже тоже, но как-то им не очень интересно ходить на наши мероприятия, которые досуговые. И мы придумали, что мы будем их объединять. По крайней мере, пока у нас есть наставники и пока у нас есть дети, которые нуждаются в наставниках. Таким образом, мы за последние полгода совместно с нашим куратором Катей организовывали кучную разных мероприятий для того, чтобы наставники встречались с подростками не просто так, а на каких-то полезных мероприятиях. Плюс наши семьи, они поддержали наши начинания, они все участвовали, приходили не только мамы, но и папы. У нас, кстати, на последнем мероприятии было 3 папы, это вообще какой-то нонсенс. 3 папы, и не только папы, но и родители. Когда я спросила у Кати, я готовилась, говорю, Кать, ну меня точно будут спрашивать, как ты это делаешь. Ну вот как ты уговариваешь вот эти организации разные, там и библиотеки, и наш театр оперы и балета, и боулинг, и квесты, и в общем все вот это, как ты их уговариваешь? Потому что я в этом не участвую, я просто говорю, Кать, хочу в театр. А она такая говорит, ну, будет. Вот. И я ей говорю, слушай, ну скажи, пожалуйста, меня же все равно спросят. А она говорит, ну, я им угрожаю и шантажирую их. Ну, не знаю, ответа я не получила. В общем, не спрашивайте меня как, напишите Кате. Вот. Шантаж и угрозы. В итоге мы начали с театра оперы и балета. Это было такое первое масштабное наше мероприятие, когда было большое количество семей, большое количество наставников, большое количество пар. И, в общем, всем было ужасно интересно. Мы успели попасть как раз на репетицию нашего, ну вот как этот оркестр, да, смотрели из зала, как оркестр репетирует, все были в восторге, и сейчас на наше мероприятие отзываются гораздо больше мам, потому что это сарафанное радио, они там друг другу передали, мы, конечно же, во всех наших соцсетях информацию разместили про то, как мы ходили, про то, как классно, приходите с нами вместе. Еще, ну, помимо этого, из последних мероприятий у нас был Форт Боярд. Это такой квест для детей и подростков. 25 человек у нас было, только детей. И они всякие разные там проходили, лазалки, всякие штуки. Еще в декабре, получается, мы были в лазертаге, в боулинге,
к Новому году. Прошлым летом, как раз после форума, мы выезжали на шашлыки, выезжали купаться, выезжали в наш Заильцовский парк и, в общем-то, ну вот так классно проводили время там. Никуда не делись наши библиотеки. Оказалось, что они очень рады сотрудничать с нашим фондом. Они там, тоже это через Катю, куратора, там, счастливо заключают договора о сотрудничестве, приглашают нас еще и еще. К ним никто не ходит. Ну, простите, но у нас в Новосибирске как-то так. Если библиотека, которая... Сейчас будет следующая. Вот такая, которая с пространством, с объемами. Ну, в общем, там у них какие-то новые суперремонты, и там кинотеатр, зона у них, и там всякие, ну, в общем, тут вот сцена. То, ну, там количество народу большое достаточно, и у них заполняемость большая. А если библиотека такая маленькая, то они всегда рады тому, чтобы к ним кто-нибудь приехал, они готовы рассказывать о своей библиотеке, про книги, в общем, сильно рады нам были. И вот из последних, тоже в июне, мы ходили в парк чудес Галилео. У нас есть такой, мы смотрели научное шоу. Пока мы смотрели научное шоу, мы знакомили параллельно новых наставников с новыми детьми. Сложно было уговаривать родителей, кстати, потому что многие родители, ну вот если родитель приемный, он, как правило, проще идет на контакт, проще берет помощь, проще берет поддержку. Ему не нужно объяснять, что такое наставник для подростка. Ему не нужно там, ну, как будто бы очень легко, по крайней мере, мне вот в этом вопросе. А если ребенок у кровного родителя, то там, как правило, сложнее. Начинаются вопросы: а зачем? Ведь у него есть я, а зачем ему наставник, а что он будет делать? Ну, в общем, и здесь приходится, ну, достаточно долго объяснять, разъяснять, что это помощь, это поддержка, это классно, когда у ребенка помимо вас есть еще кто-то. Есть семьи, которые долгое время уже с нами, и, ну, как из проекта в проект кочуют. Сначала мы встречаемся с ними на плюс психолог, когда они направляются нам из спеццентра врачом, потому что там понятно, что нужно раскрывать диагноз, возраст подходит, мама не готова, мама боится, мама не может говорить даже про это, у нее ручки и ножки трясутся, не то, что там раскрывать диагноз ребенку. Постепенно из проекта «Плюс психолог», когда доверие уже выше, когда родитель уже спокойно относится... Да, слышу. Когда родитель уже привык к тому, что... Ну, там, к тому, кто я, как я помогаю, к тому, кто там Катя, кто Валя, что мы делаем, там уже, ну, достаточно легче выходить на контакт, выходить на диалог и вообще предлагать все, что угодно на самом деле, потому что мамочки такие уже активные, позитивные. Бывают случаи сложные на самом деле. Из последних таких у нас была мама, которая первые там 2 раза, когда ее отправили к нам, она вообще отказывалась взаимодействовать, она отказывалась участвовать в обсуждениях, она очень, ну, так негативно была настроена, очень агрессивна. Когда мы делали фотографии, она отказывалась, говорила про то, что зачем это, к чему это, на фотографироваться я не буду, в общем, ничего не буду. И, ну, как оказалось, когда мы начали разговаривать, когда мы начали вести там групповую вот эту уже работу, просто она ни разу за свою жизнь ни с кем не разговаривала про диагноз. У нее настолько было страшно, настолько она, ну, вот как-то закрылась в себе, что для нее даже вот какое-то соприкосновение с этим было, ну, достаточно таким болезненным. Что касается сейчас, то это самая активная мамочка, которая первая из всех мамочек, которые существуют, всех зовет на все мероприятия. Кстати, она здесь тоже. Вот, да, она здесь тоже. В общем, она везде, на всех наших фотографиях. Вот. И недавно она сама попросила, чтобы мы для ее дочери нашли наставницу. И, конечно же, она первая встретилась взглядом с наставницей, которая подошла для ее дочери, и она, ну, как-то сопровождала весь этот процесс. Так, что?
Ну, это наш доброцентр, в котором мы, как правило, собираемся, наше новогоднее мероприятие. И, собственно, ой, не туда, да? Ну, все сломалось, ладно. Ну, в общем-то, и все. Я-то, ну, простите. Можно тут? В общем, все, спасибо вам большое. Да, спасибо. Да, у нас есть бабушки опекун. Да, есть бабушки. В общем, у нас есть 3 бабушки сейчас в проекте активные, такие, которые взаимодействуют с нами. Есть бабушки очень классные, кстати, несмотря на то, что... Ну, они какие бабушки, им 50 лет? Ну, как бы... Там, ну вот они такие бабушки, молодые, прекрасные женщины, которые активно участвуют во всех мероприятиях фонда, которые тоже за все, за любой кипиш, с любыми вопросами обращаются. Есть, ну, бабушки, правда, прям бабушки, и там, ну, правда, сложнее, но они, как правило, идут очень сильно на наставников. Ну, вот ездить на вот эти наши мероприятия им, ну, не очень хочется, там ножки болят у них, ничего не надо им, ну, вот. Но если есть какая-то возможность получить какую-то помощь, все, они всеми руками и ногами за всегда. Так что вот здесь у них. Спасибо. Спасибо.